люди гостеприимные, вообще вот очень радушные. Вот, спасибо вам за прием. Самые красивые девушки это вот в Ингушетии. В гостеприимный Ингушский край Татьяна Токарева из Ставрополя приезжает уже во второй раз. Ее изделия ручной работы из природных камней, металла и кожи приковывают взгляд многих. У меня украшения из природных камней, стали в основном, серебрение с янтарем и вот есть немного кожа. Межрегиональный фестиваль «Край мастеров» стартовал в республике 15 декабря. Он собрал более 30 умельцев из самых разных субъектов нашей страны. Оценил созданные работы глава региона. Особое внимание Махмуда Али Калиматова привлекли изделия декоративно-прикладного искусства. Смотрите, она полностью льняная. Да, только натуральный материал применяется. Самое оригинальное – ежик. Ежик? Нет, собачка. Это собачка. Ежик рядышком. У нас и ежики, и собачки, и кошечки. Вон они, ежики. Волк, Несколько сортов. А у меня спасибо, что приехали. вот собачка. Очень хорошо. Ну что, интересуются? Да, нас очень хорошо принимают. Да? Настолько добрые люди, а красивые какие. И девушки, и парни. Да вы красивые. Дай Бог вам здоровья. Нам приятно Спасибо, что посмотреть приехали. Вашу культуру посмотреть, очень интересно. Ну, это уж постарайтесь, насколько у вас хватит. Ну, Мы свою, вот, они нам да, рассказывают свою. не, мы Ставропольскую хорошо знаем. Мы, конечно. Да, много раз бывали. Очень приятно. Ставрополь родной, а красота у вас там. На фестивале представлено более 16 модулей, которые разделены по разным направлениям. Это плотницкое искусство, кожевенное дело, бисероплетение и не только. Внимание почетных гостей приковывают и вот такие башенные комплексы в миниатюре и изделия из дерева. Слушай, ну такая красота. Сколько вот делать-то вот это вот, тарелку большую? С обработкой, шлифовкой. А какое дерево? Липа, вязь, 10 деревьев. Фестиваль организован региональным Минкультом совместно с Комитетом по делам молодежи и Ассоциацией ремесленников Ингушетии. Он проводится уже во второй раз. Впервые фестиваль стартовал на 30-летие республики. У нас фестиваль проходит второй раз. У нас был первый летний в рамках 30-летия Республики Ингушетия проходил международный фестиваль, где были приглашены представители более 7 государств мира. Сейчас же в рамках предновогодних праздников мы решили провести уже более маленький, так скажем, межрегиональный фестиваль. Но мы обсудили этот вопрос с мастерами, которые приехали, которые у нас уже приезжают во второй раз. Многим было бы интересно, чтобы мы провели фестиваль и в следующем году, и, возможно, у нас летом будет в рамках Дней Республики Ингушетия и третий фестиваль «Край мастеров». Параллельно вместе с фестивалем народных ремесел на Зрановском доме культуры прошел еще один танцевальный. Первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День Джигита» раскрывает красоту народных танцев различных регионов Кавказа. Свои танцевальные номера представили хореографические ансамбли Ингушетии, а также Кабардино-Балкарии и Чечни. Фестиваль, приуроченный к празднованию Нового года, собрал в зале многих, в их числе и семьи участников специальной военной операции. Глава региона обратился к ним с приветственным словом. Само понятие «мы вместе» вот, это лозунг нашего президента, нашей страны. Мы все вместе. Сегодня хотел бы приветствовать всех наших гостей. В форуме искусств участвуют представители других регионов. И это тоже очень важно, потому что это подчеркивает, что мы и в радости, и в огорчениях все вместе. Сегодня, я знаю, здесь присутствуют родственники, мамы, дети, бабушки, супруги, ребят, которые у нас участвуют СВО, спецоперации. Поэтому я особо хочу сказать вам спасибо. Спасибо за брата, за сына, за всех, которые сегодня выполняют воинский долг по защите нашей страны, по защите людей, которые на Донбассе терпели более 8 лет. Вот это ненацистское
направленное уничтожение людей. И это сложно. Сложно вот такое мирное, доброе время, в котором мы жили и сейчас, но это необходимо. И как президент Владимир Владимирович Путин говорит, что мы выполняем все по плану и до конца это сделаем. Но сегодня мне хотелось бы сказать, что мы гордимся конкретно нашими сынами республики, нашими жителями. Я вам скажу, что у нас здесь вынужденные переселенцы, мне сказали, есть. Они тоже, мы многое прошли, вы знаете, жители республики, я знаю. Поэтому у нас есть понимание, что такое. Поэтому хотел бы, чтобы очень внимательно, с теплом относились к детям, к женщинам, те, которые сегодня вынуждены находятся у нас. Поэтому в этой части хотел бы сказать, что бы ни было бы, наше государство сильное, наша армия сильная. Мы все равно дойдем до конца и будем праздновать победу. Это правда. Но этот путь нелегкий. Поэтому сабр халдезвый, обычная жизнь, она не останавливается. Поэтому мы будем болеть, чтобы они здоровые, привернулись, ребята наши. Мы формируем, постоянно направляем те или иные необходимые для них предметы и вещи. Если наши ребята будут знать, что дома у них все в порядке, дома их ждут, ничего страшного для них не будет. В этой части вы знаете, что внимание будем уделять и уделяем всем, кто участвует в СВО, чтобы семьям, родным, близким, министерствам дано указание, они будут выполнять. Также глава региона поблагодарил участников и организаторов фестиваля народных ремесел «Край мастеров». Он отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению межнациональных связей, а также помогают развитию народных ремесел в регионе. Я хотел бы всем участникам нашего фестиваля пожелать больших успехов творческих. Сегодня я увидел очень большой труд ручной работы и предложение внес, чтобы мы туристические наши маршруты тоже внесли точки, чтобы мы их приглашали, когда у нас здесь происходит мероприятие с привлечением спортсменов или туристов. И наши развивать будем тоже, наши ремесленников, будем помогать им, чтобы они творчески развивались. И, естественно, они должны зарабатывать за свой труд, оплата должна быть. А так, что хочу сказать. Ничего в этой жизни не будет плохого, если мы будем с собой честны и жить правильно. Сегодня я вижу, вот и с грудничками мамаши здесь, бельги, дал мяш халчо, дал дикмагаму долаченко, дал лордолчо, баркал халчо. В это непростое время этим семьям так важна забота и внимание, отметил глава региона. Поэтому в рамках межрегионального фестиваля художественных промыслов и народных ремесел семьям мобилизованных вручили сладкие подарки. Сегодня мы принесли с собой подарки общим детей на всех семей мобилизованных 121. И эти подарки, по мере возможности, мы сегодня будем раздавать детям. Свой сладкий подарок получил и 3-летний Мухаммад Али. Такие акции, уверена его мама Лейла Чепанова, помогают им в это непростое время, поднимают настроение и детям, и ей. Внимание, отвлечься, переживать ситуацию. Диками ичишь. Да, садол диачар бадра. Хосхе, внимание. Не ночи дай его у нас. Духа ешьтик балыш. Межрегиональный фестиваль «Край мастеров» продлится до 17 декабря, так что закупиться новогодними подарками и ручной работой для себя и близких может любой желающий. Ну а волонтеры штаба «Мы вместе» планируют проводить такие благотворительные акции для семей участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий и в новогодние выходные. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.